Студент представился больному, объяснил о манипуляции, которую он хочет провести. После обработки рук надел резиновые перчатки. Подготовил нужные инструменты: лобный рефлектор, набор ушных воронок, источник света. Посадил пациента напротив себя, справа от столика с инструментами. Отметил, что при отоскопии исследования начинается с здорового уха, для сравнения больного уха со здоровым. Источник света расположил рядом с пациентом на уровне его правого уха, и голову пациента повернул приблизительно на 90 градусов в сторону, противоположную обследуемому уху. После надевания лобного рефлектора направил пучок отраженного света на ухо и осмотрел вход в наружный слуховой проход и его начальную часть. Убедившись в отсутствии препятствий, например, фурункула, в наружный слуховой проход ввел ушную воронку, зафиксировав первым и вторым пальцем одной руки. Ушную раковину оттянул назад и кверху первым и вторым пальцем другой руки. Отметил, что у грудных детей в силу анатомических особенностей строения височной кости и наружного слухового прохода ушную раковину необходимо оттягивать замочки уха вниз. Отметил, что нередко осмотру глубоких отделов наружного слухового прохода и барабанной перепонки мешают гной, ушная сера, слущенный эпидермис. В этих случаях их удаляют комочком ваты, навернутой на зонд, или электроотсосом. Иногда ухо промывают.